В эфире телеканал «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вот о чем расскажем вам сегодня. Муниципальный режим ЧС ввели в Нерюнгринском районе из-за пожаров. На утро 26 июня в регионе действовали 11 возгораний. Навигация на реках Якутии вызывает опасения. Об этом заявили во время заседания комиссии по перевозке жизненно важных грузов. Подлинные сокровища Петергофа впервые приехали в Якутию. Выставка позволяет познакомиться с культурой эпохи барокко. Международный конкурс «Розовая чайка» объединил почти 2000 молодых исполнителей в Якутии. Ребята представили свои выступления в 9 номинациях. Уже завтра местность Усть-Хатын, где стартует главный праздник лета Эсэх-Туймады, примет более 200 тысяч гостей. Ограничения разной степени на продажу топлива ввели уже более 30 регионов. Одним из последних ограничений ввел Дагестан. Там отпускают не более 20 литров бензина или 50 литров дизеля в одни руки. В Калининградской области в один бак можно залить не более 30 литров бензина или 60 литров дизеля. Острые проблемы дефицита топлива остаются в Крыму. Об этом в обращении к жителям полуострова сказал Сергей Аксенов. Глава региона призвал не поддаваться эмоциям и не верить слухам. По его словам, над решением проблемы работают, но в целях безопасности Аксенов раскрывать детали не стал. В Нерюнгринском районе из-за сложной обстановки с лесными пожарами введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев. По его данным, за сутки в Якутии ликвидировали 5 лесных пожаров на общей площади в 477 гектаров. Возгорания потушены в Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. Обращаю особое внимание, что в эти дни в связи с введением особого противопожарного режима осуществляются патрульно-рейдовые мероприятия, в результате которых с начала сезона уже обнаружено 94 нарушения правил пожарной безопасности. В настоящее время выявлено 12 виновников лесных пожаров. В случае обнаружения огня призываем граждан незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу по телефонам 44 74 76, либо на единый номер лесной охраны по телефону 8 800 194 00. В Якутии отмечено снижение дорожно-транспортных происшествий за 5 месяцев текущего года. За этот период также уровень смертности уменьшился на 11%. У профильной комиссии вызывают опасения некоторые улусы, среди которых Нерюнгринский, Алекминский, Оленёкский, Вилюйский и Горный. Там отмечается рост дорожно-транспортных происшествий. За отчетный период на территории республики зарегистрировано 33 аварии, где водители были в состоянии алкогольного опьянения. Заметен рост происшествий на дорогах среди детей до 16 лет. Так было зафиксировано 55 ДТП с их участием. Настороженность властей вызывают автодороги НАМ, УМНАС и АМГА. Запланирован ряд мероприятий. В первую очередь это мы планируем разъяснительную работу по наследям и поселений соответствующих районов республики, в том числе и во взаимодействии с органами местного самоуправления, проведение рейдовых мероприятий, также со взаимодействием с органами местного самоуправления, а также работу, которую мы проводим в рамках оперативно-профилактических мероприятий и усиленного варианта несения службы. В этом году технопарк Якутии отмечает 15-летний юбилей. Под своей крышей инновационный центр собрал изобретателей, программистов, администраторов и графических дизайнеров. Цель у них одна – продвижение якутских IT-проектов за пределы республики. Расскажет о резидентах технопарка и о развитии IT в Якутии в следующем материале. Якутию по праву можно назвать цифровым хабом в Сибири и на Дальнем Востоке. Достаточно вспомнить приложение по вызову такси за свою цену или же компьютерные игры, разработанные в одном из самых холодных мест мира. Сегодня якутские видеоигры знают как в России, так и за ее пределами. Мы учим игроков об уважении, об правильному подходу к охоте и так далее. И туда немножко мы якутской идентики, скажем так, добавили в игру. Там есть книжки про Баяная, про духа охоты, получается, да, про Якутию. Мы сейчас, получается, сделали инструментарий, то есть вот это все можно адаптировать под любое. Вот в чем посыл. Мы можем сейчас любое сделать. То есть уже подкованные ребята, нам нужно просто сесть, сделать. Для развития IT-сферы в республике делается многое. Так в технопарке трудится более 100 резидентов. Создана целая экосистема. Она очень такая правильная, скажем, туда входит и инфраструктура, это IT-парк, квартал труда, входят образовательные учреждения, как наш университет, колледжи,
курсы дополнительного образования. Крупные корпорации, как «Алроса», делают заказы для нашей компании. Искусственному интеллекту в регионе уделяется большое внимание. Пожалуй, он внедрен, если не во все, то во многие сферы. Так якутская фирма применяет нейросеть в обнаружении опухолей в легких человека. Программный модуль с использованием искусственного интеллекта органов грудной клетки. Он выявляет поражение легких и подсвечивает данные поражения. Наша программа это занимает до 5 минут максимум. В Якутии активно развивается и киберспорт. Команда «Хату» этому подтверждение. Ребята из основного состава стали чемпионами престижного международного турнира. Сегодня у нас ребята представляют русский флаг на мировой арене. Мы являемся топ-30 командой мира. Работаем над молодежным составом, то есть мы развиваем всю эту экосистему для того, чтобы молодежь могла проявить себя. Наша республика признанный лидер в Сибири и на Дальнем Востоке в части IT-технологий. Чуть ли не каждый месяц внедряются новые, а главное передовые разработки. Не отстают якутские программисты в части внедрения искусственного интеллекта. Он может распознать злокачественные опухоли, а также обнаружить лесные пожары в труднодоступных местах. В планах у местных программистов создание новых масштабных проектов. Вероника Таюрская, Якутск. В Арктическом государственном агротехнологическом университете стартовала международная конференция по спорту. Это площадка для интеграции научных достижений, практического опыта и образовательных результатов в сфере физической культуры и спорта в вузах страны. О том, какие темы обсудят участники, узнаем далее. Конференция собрала ведущих отечественных и зарубежных ученых, специалистов, педагогов и молодых исследователей. До 28 июня будут рассмотрены такие темы, как роль музеев спорта в сохранении исторического наследия, инновационные подходы к профессионально-прикладной физической подготовке в аграрных вузах и другие. Также основной темой станут выступления, дискуссии и обмен опытом по адаптации спортсменов к экстремальным условиям и введение национальных видов спорта в регионах России. Очень здорово, что в целом спорт развивается. Особенно национальные виды спорта – это такая особенность ваша, и это очень здорово, потому что это тоже вовлекает большое количество ребят. Мы хотим, чтобы все студенты занимались вообще физической культурой, спортом. И, как мы говорим, это, знаете, последний этап, да, когда государство может вот прям напрямую дотянуться, да, привить эту привычку заниматься спортом, физической культурой – это здорово. Поэтому у нас вот стоит задача, чтобы все студенты так или иначе не только во время обучения, но и после продолжили заниматься. У Республики Сака-Якутия уже все для этого есть, уже путь и цель наметена, осталось только реализовать все наши вот такие совместные планы. В агротехнологическом университете развивают национальные виды спорта. Помимо масс-рестлинга, борьбы хапсагай, якутских прыжков и северного многоборья появился новый вид спорта – конная стрельба из лука. Так, студент Ярослав Ненартович стал первым спортсменом из Якутии, выступившим на первенстве России по конной стрельбе из лука. При этом выполнил международный норматив С-6 – высшую квалификационную категорию для спортсменов-любителей. По конному, вот это новый для нас, конечно, такой, скажем, вид спорта. Мы начали буквально вот в прошлом году, второй год где-то занимаемся этим. И дети с очень интересом, конечно, участвуют. Там определенные навыки нужны не только, конечно же, зоркий глаз, но и умение держаться на лошади. Вот. Поэтому я думаю, что наши студенты, они будут... У нас также есть еще и студенческий спортивный клуб, да, который тоже мы должны пропагандировать, его расширять. В этом году традиционная конференция проходит в расширенном формате. Участвуют представители таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Беларусь и Китай. По итогам работы конференции будет опубликован сборник материалов, который будет размещен на сайте университета и в научной электронной библиотеке elibrary.ru. Марферина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. В Якутии прошла ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Во всех районах республики и Якутске открылись площадки, где работодатели предложили тысячи вакансий. Что ждет посетителей, какие возможности открывает ярмарка, расскажет моя коллега Лилия Бурцева. Ярмарка трудоустройства – ежегодное мероприятие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей, от небольших компаний до крупнейших корпораций страны. Сегодня по Якутии работали 31 специальная площадка, где более 200 компаний представили соискателям свыше 2000 вакансий. Но ярмарка – это не только поиск работы. Для гостей прошли мастер-классы, тренинги по карьерному развитию и консультации специалистов. Особенно полезно мероприятие для студентов, выпускников и тех, кто хочет сменить профессию.
Сегодня у нас представлены около 50 работодателей и более 1000 вакансий. Соискатели сегодня могут подойти и ознакомиться, какие у нас имеются новые профессии, новые вакансии, где какая вакансия, должность может быть отправной точкой, возможно, его новым направлением. Поэтому радостно, волнительно и ожидаем сегодня, что много работодателей, соискателей друг друга найдут и очень хорошо проведут успешно свой день. Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в Якутии уже в 4-й раз. С каждым годом к ней присоединяется все больше работодателей и участников. Для одних это шанс найти подходящую работу, для других – будущих сотрудников. В сфере экологии, по образованию я биолог, охотовед. Да, очень массовое движение. Я не думал, что будет столько людей, столько работодателей. Я ищу работу по культуре. Я ищу работу вахтовым методом по должности слесаря, ремонтника горных машин. Хотел бы работать в полиметалле. Там работают многие мои друзья, родственники. У меня пока не все включено. Скажем, увольняют в части вахтовых. Ищу работу вахтовым методом. Что уже посмотрели, может? Пока смотрела Алмаза Анабара, пока еще посмотрим. Резюме оставляла. Главная задача ярмарки – помочь работодателям и соискателям найти друг друга. И первые результаты этой встречи участники смогут оценить уже в ближайшее время. Лилия Бурцева, Иван Сорокаумов, Якутск. Ради этих экспонатов обычно покупают билеты в Санкт-Петербург. Но этим летом история сама приехала в Якутск. Национальный художественный музей республики впервые принимает выставку Государственного музея-заповедника Петергоф. Подлинные произведения эпохи российских императриц теперь смогут увидеть жители Якутии. Подробности в следующем сюжете. Из фондов музея-заповедника Петергоф в Якутск привезли около 200 произведений искусства 17-18 веков. Это не просто собрание редких экспонатов, а рассказ о жизни императорского двора. Центральная тема выставки – женщины эпохи барокко. Парадные портреты российских императриц, живопись, графика, императорский фарфор, украшения и предметы придворного быта помогают погрузиться в атмосферу того времени. Для нас большая честь было привести нашу коллекцию собрания Петергофа в Якутск. Это самая отдаленная точка, в которую путешествовала когда-либо коллекция Петергофа. Этим проектом мы хотели объединить нашу историю, нашу общую культурную историю и показать жителям республики те сокровища, которые хранятся в великолепном Петергофе. Многие произведения созданы художниками, стоявшими у истоков Российской академии художеств. За каждым экспонатом своя история и отражение эпохи. Выставка стала результатом сотрудничества 2 музеев. Наряду с коллекцией Петергофа здесь представлены и 6 экспонатов из фондов Национального художественного музея. 6 экспонатов из нашей коллекции. Это живопись и мебель. Например, в Красном зале вы видите прекрасные кресла и стол Маркер 3 французской работы. И они принадлежат коллекции Михаила Федоровича Габышева, которая была когда-то подарена Якутии. Преодолев почти 9000 километров из Санкт-Петербурга в Якутск, эти произведения искусства впервые предстали перед якутскими зрителями. Среди первых посетителей художница Александра Иннокентьева. Еще во время учебы в художественном училище она изучала эти работы по репродукциям, а теперь смогла увидеть их в оригинале. Поразило то, что очень красиво выделенные платья, роскошные такие, они вручную все сделаны, каждая нитка нитки. Мы благодарны очень нашему музею, что привезли эту выставку, потому что многие не могут же приехать в Москву или Петергоф эти выставки посмотреть. Экспозиция разделена на 2 части. Первая посвящена роскоши придворной жизни, вторая – размышлениям о быстротечности времени. Финальные залы словно подводят посетителей к главной мысли. Финальный зал выставки о времени. Здесь часы становятся главным символом быстротечности жизни, напоминая, ничто не вечно. Именно с этой мыслью посетители и завершают путешествие по экспозиции. Увидеть экспозицию можно до 30 сентября. Даяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск.
Именно когда я играю музыку, я чувствую ее сердцем. Итоги третьего международного конкурса «Розовая чайка» подвели в столице республики. По результатам выступления организаторы вручили победителям кубки, медали и специальные дипломы, а лучших исполнителей отметили на торжественном закрытии. На протяжении всего творческого состязания свои таланты продемонстрировали более 1700 исполнителей. Из них порядка 500 человек приняло участие в прослушиваниях очно. Программа включала 9 номинаций, среди которых фортепиано, оркестровые инструменты, хоровое пение и игра на национальных музыкальных инструментах. Уже стало обычным участие ребят из Монголии, но мы очень рады, что в этом году необычайно для нас, что принимают участие ребята, играющие на национальных инструментах из Индии. Да? Поэтому наш конкурс обретает силу. Больше становится регионов, которые принимают участие. Очень надеюсь, что сегодня будет хороший вечер, потому что много наград, 86 наград в результате получат ребята, медали, кубки и так далее. На исторической сцене Большого театра состоялось торжественное открытие 15-го международного конкурса артистов балета, одного из самых престижных в балетном мире. 158 сильнейших из 30 стран выйдут на сцену и представят свое мастерство. Якутию представляют двое – Алисия Пак и Алексей Харбоков. Открытие конкурса посетила наша съемочная группа. Как это было, смотрите в сюжете. Балет «Легенда о любви» в постановке Юрия Григоровича в исполнении артистов Мариинского театра. Балет объединяет масштабную пластику, сложную символику и новаторскую хореографию, ожившая на сцене сказка о любви и выборе. Юрий Григорович сделал этот балет вехой эпохи, мировым шедевром, и именно ему в этом году посвящается конкурс. Сегодня не только возможность показать свои таланты, но еще и показать хореографию Григоровича. На сцену Большого театра предстоит выйти и участникам конкурса. В этом году для участия было принято 362 заявки из 35 стран мира. Традиционно в состязании примут участие конкурсанты двух возрастных категорий – младшей и старшей групп. Оценивать мастерство танцовщиков будет жюри, в состав которого вошли ведущие деятели мирового балетного искусства. Конкурс предстоит очень интересным, сложным. Насколько я знаю, это в этом году самое большое количество за последние много лет артистов, которые примут участие в конкурсе и которые подавали заявки. Международный балетный конкурс в Москве называют Олимпийскими играми в мире балета. Соревнования артистов проводятся каждые 4 года. Успешное выступление на конкурсе открывает дорогу в большое будущее молодым талантливым исполнителям. Попадаешь в какой-то другой мир, что ты тоже состоишь в чем-то вот таком важном. Какая-то большая миссия сейчас происходит. И показать себя, выступить на большой сцене. Это большая честь для меня, показать Якутск. Конкурс продлится до 5 июля. Айсана Бурнашова, Айтал Байтунов, Москва. В Якутске завершается второй международный фестиваль «Книжный ветер». Событие, которое в этом году превратило город в большую творческую лабораторию. Программа включала в себя множество интерактивов от писателей, издательств, творческих выступлений, лекций, а также бесплатных показов фильмов. О том, как прошел фестиваль и чем он запомнился гостям, расскажет Иннокентий Кычкин. «Книжный ветер» в этом году предлагает гостям и жителям города поучаствовать в различных мастер-классах. Например, тут можно поиграть в архитектурном лото. Здесь представлены исторические здания Якутска, когда-либо существовавшие в городе. Программа была выстроена по 4 тематическим направлениям – текст, иллюстрация, архитектура и экранизация. В этом году уровень мероприятия стал международным, охватив гостей из Кыргызстана и Грузии. Свое производство представило почти 30 российских книжных издательств. Как говорит наш главный автор нашего издательства Тамара Крюкова, читателями становятся на коленях у родителей. Именно поэтому все издательства из Москвы, из Петербурга, из других городов привезли сюда лучшие книги для детей и для подростков. Книги, которые пока, к сожалению, не купить в магазинах, но надо отметить хорошую работу библиотекарей. Наши книги в библиотеках Якутии есть. Направление экранизация собрало больше всего посетителей. Эксперты рассказали о современном состоянии российского кинематографа, работе кинорежиссеров и о том, как кино связано с книгой.
По словам экспертов, есть два вида связи кино и книги – экранизация и фильм по мотивам. С интересом наблюдаю за якутским кинематографом, потому что его стало заметно, его стало немало, и он, чисто технически, чисто профессионально за то время, что я за ним наблюдаю, в общем-то, очень серьезно вырос. Поэтому я могу честно сказать, уже говорил и еще раз повторю с большим удовольствием, якутский кинематограф есть. Необычным акцентом фестиваля стал трек «Архитектура», в рамках которого прошли паблик-токи, где эксперты говорили о том, как архитектура может выступить основным вдохновением для писателей. Абстрактная интерпретация образов гораздо ценнее. Это как, знаете, когда вы читаете книгу, вы не сразу, может быть, буквально воспринимаете информацию. Да? Одно дело, что там написано, другое дело, что это все значит. И мне кажется, что архитектура в этом смысле тоже как книга, что ты должен, проживая это пространство, для себя по-новому что-то открывать каждый раз, как в книге, да, ты можешь ее перечитать, она тебе не наскучит. В общем, мне кажется, вот такая главная связь между архитектурой и книгой. Несмотря на бум цифровизации и стремительное развитие электронных технологий, опросы в Якутске показывают, что большинство жителей, около 58%, по-прежнему предпочитают бумажные книги. Этот факт подтверждает, что традиционная печатная литература остается актуальной и востребованной в обществе. Книжный ветер стал настоящим праздником культуры, объединения и вдохновения, напоминания о ценности бумажных книг и живого общения. Иннокентий Кычкин, Нюргун Старостин, Якутск. Кадровая программа «Якутия. Земля героев» завершена. 24 финалиста получили дипломы государственного образца. Высшая школа инновационного менеджмента при главе республики являлась оператором кадровой программы. Несмотря на завершение программы 1,5 месяца назад, ВШИМ держит с каждым выпускником связь и готов предложить и дополнительные программы для развития. Ведется постдипломное сопровождение. Предложения для трудоустройства подбираются с учетом прежнего трудового опыта и имеющихся компетенций. Ведутся консультации с наставниками курсантов. ВШИМ ведет индивидуальную работу. Образование должно идти через всю профессиональную жизнь человека. Вот сколько мы работаем, столько мы должны учиться. Поэтому говорить о какой-то цикличности, да, бесспорно можно. Но говорить о том, что она завершена, конечно же, нет. Потому что в любом случае все наши выпускники, это радостное событие действительно произошло в канун Дня Победы в этом году, мы не считаем их окончательно для себя перелистнутой страницей в истории Высшей школы инновационного менеджмента. Конечно, мы продолжаем общаться с каждым из них, причем делаем это настолько деликатно, что предоставляем право и возможность каждому из наших выпускников самостоятельно определять, насколько им нужна помощь педагогического состава, кураторов проекта. Поэтому мы открыты, мы готовы к взаимодействию. И прежде всего, конечно, мы для себя определили основной задачей успешности реализации этого проекта все-таки адаптация ребят к мирной жизни. Уже завтра местность Усть-Хатын, где стартует главный праздник лета Исэх-Туймады, примет более 200 тысяч гостей. Чтобы избежать ежегодного транспортного коллапса, администрация города совместно с сервисом заказа такси-драйви перестроили логистику, внедрив в ее работу гольф-кары. За сутки до начала празднования новая схема движения прошла финальное тестирование. Опробовала ее и наш корреспондент Саргалана Неустроева. В местности Усть-Хатын кипит работа. За день до начала празднования Исэха здесь тестируют принципиально новую модель управления трафиком. Теперь доступ к зонам высадки и посадки пассажиров будет строго регламентирован. Расположатся эти зоны у центрального входа и нового моста. Совместно с администрацией города мы подготовили логистику данных зон. И пропуска драйви уже в наличии у водителей и партнеров. Я бы хотел отдельно обратиться к водителям, чтобы не забывали пропуска, перепроверяли их перед выездом, а также получили пароли от Wi-Fi. Наша задача главная, чтобы праздник прошел безопасно, организованно и без лишней суеты. Одновременно на внутренних дорожках Усть-Хатын тестируют и другую премьеру этого года – экологичные гольф-кары. Специалисты проверяют хронометраж фиксированного маршрута и готовность остановочных пунктов. Всего их будет 9. На линию уже выйдут 4 вместительных гольф-кара.
Сегодня мы делаем пробные заезды, чтобы завтра все работало как часы. И хотим напомнить, что этот транспорт абсолютно бесплатный. Усть-Хатын огромный, и ходить пешком под палящим солнцем или дождем будет непросто. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Приоритет на посадку в гольфкары мы отдаем пожилым людям, будущим мамам, родителям с малышами и тем, кому трудно передвигаться самостоятельно. Параллельно сервис завершает подготовку и к спортивной части масштабного праздника. Завтра в приложении стартует решающий этап голосования за участников легендарных игр Дыгына. 3 лучших ботура разделят между собой призовой фонд в 1,5 миллиона рублей от драйве. А главными голосами поддержки станут завтрашние поездки пассажиров и выполненные заказы водителей. Тестирование новой транспортной модели в Усть-Хатыне завершится уже через несколько часов. Инфраструктура готова, пропуски на руках у водителей, социальный транспорт на низком старте. Как покажет себя новая схема, мы увидим уже завтра. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Усть-Хатын. Управление Роспотребнадзора по Якутии опубликовало рекомендации для участников мероприятия. Ведомство призвало жителей и гостей праздника внимательно подходить к выбору продуктов питания во избежание пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. Особое внимание ведомство обратило на недопустимость покупки продуктов с рук и в неустановленных местах. В перечень потенциально опасной продукции вошли кремовые кондитерские изделия, салаты с майонезом, мясные рулеты, студни, вареные колбасы, сосиски в тесте, шаурма, а также кисломолочные напитки домашнего изготовления без маркировки. К этому часу это все новости. А такие мы видели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире и хороших выходных.